والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Тамим ад-Дари, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ад-дину насиха. Религия — это искреннее отношение. Ад-дину насиха салясан. И сказал это 3 раза. Кульна я Расуль Аллах, лиман я Расуль Аллах. Мы сказали посланник Аллаха по отношению к кому искреннее отношение. Он сказал лилляхи, вали китаби, вали расули, вали аймати муслимин, ва аммати. Искреннее отношение к Аллаху, его книге, его посланнику и имамам мусульман и простым мусульманам. Хадис, который передал имам Муслим. Посмотрите, тот, кто изучает арабский язык, знает, что в арабском языке есть подлежащее и сказуемое мубтада и хабар. Обычно мубтада бывает с определенным артиклем, в определенном состоянии, а хабар, сказуемый, бывает без определенного артикля. А здесь ад-дин ан-насиха. И мубтада, и хабар, и подлежащее и сказуемое с определенным артиклем, в определенном состоянии. Почему? Это тонкость арабского языка. Если и подлежащее и сказуемое в определенном артикле, с определенным артиклем, в определенном состоянии, то тогда это сообщает предложению характер чего? Характер ограничения. То есть религия не иначе, как искреннее отношение. А религия не иначе, как искреннее отношение. Какая религия? Религия ислам. Аль-йом акмальту лакум динакум. Сегодня я довел до совершенства для вас вашу религию. Атмамту алейкум ни'мати. Довел до полноты свою милость к вам. Варадиту лакум ислама дина. И удовольствовался для вас исламом как религией. То есть это религия, которой доволен Аллах, которая угодна Аллаху, она не иначе, как искренность, насиха. Насиха — это ихляс фил касд, то есть искреннее отношение, хорошо, искреннее отношение в своем намерении. И пророк алейхиссалату вассалям сказал это 3 раза. Для чего? Это называется таукид лафзи. Хорошо? То есть подтверждение своих слов. Если несколько раз они произносятся, для чего? Для утверждения их смысла. Ад-дину насиха, ад-дину насиха, ад-дину насиха. 3 раза, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Сподвижники понимают, что такое насиха. Но что? Им непонятно, что они хотят уточнить. А в отношении кого насиха? В отношении кого это искреннее отношение? Пророк алейхиссалату вассалям перечисляет. Первое, говорит он, в отношении Аллаха субхану ва тааля. В отношении Всевышнего Господа, насиха, искреннее отношение. В чем заключается оно? Ну, во-первых, во главе угла, конечно же, это таухид. Это поклонение только одному Аллаху субхану ва тааля, без предания Ему сотоварищей, посвящение Ему своих молитв, своей мольбы, всех видов поклонения внутренних, внешних, органами, языком, сердцем, привязанность к Нему сердцем. Таухид. Если ты поклоняешься кому-то наряду с Аллахом субхану ва тааля, значит нет у тебя искреннего отношения к Аллаху. Вот этого первого пункта, первой составляющей, главной составляющей религии у тебя нет. Насиха лилля. Что еще входит в понятие искреннего отношения к Аллаху субхану ва тааля? Любовь и возвеличивание Аллаха. Кто-то скажет, но поклонение это и есть предельная любовь с предельным возвеличиванием. Верно? Но мы говорим помимо этого еще. Хорошо, любовь к Аллаху субхану ва тааля, как важная часть поклонения, это из проявления искренности к Аллаху субхану ва тааля. Любить Аллаха. Любить Аллаха. Удивительно, некоторые люди осмеливаются признаваться в этом и говорят, ну, как-то вот говорят, что надо любить Аллаха субхану ва тааля, я не чувствую этого. Это страшно на самом деле, потому что это важнейшая составляющая на самом деле. Служение, поклонение веры — это любовь к Аллаху субхану ва тааля. А как человеку тогда можно достичь этого? Как можно взрастить свою любовь к Аллаху субхану ва тааля человеку? Ученые говорят, основываясь на Коране и Сунне, путь к тому, чтобы усилить свою любовь к Аллаху, это все время задумываться о тех дарах, о тех милостях, которые дает тебе Аллах. Что жалует тебя Аллах, сколько милости не изводит, которые, если ты начнешь считать, не сосчитаешь. Все время. То есть не будь беспечен к этому, ведь на самом деле все, что дается тебе, не просто так это приходит. А у нас, к сожалению, это происходит незамеченным.
Кто задумается о своих дыханиях, что он дышит 18 раз, вдыхает в минуту и выдыхает, хорошо это кислород. Кто попросил у тебя денег за это? Что если перекрыть просто тебе этот кислород, ты поймешь, что это значит просто. Вот это дыхание, которое ты получаешь просто так, от Аллаха Субхану ва Тааля. От скольких бед тебя Аллах избавляет, отводит от тебя всякие страдания, несчастья. Вот когда человек посмотрит на все эти дары, которых не сосчитать, милости, то, конечно, так устроен человек, что он любит того, кто благодетельствует к нему. Аллах, Он высочайший благодетель, милости, который, как мы сказали, неисчислимый. Это путь для всех, для простых людей, для искателей знаний, как мы. Хорошо? Это самый главный путь. Думать о милостях Аллаха, это увеличивает любовь к Всевышнему. Это заставляет, конечно, человека наворачиваться слезам на его глазах, если его сердце не черствое. Есть второй путь – усилить любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, но этот путь, он недоступен всем. Это уже путь людей, обладателей знания, людей, которые находятся на высоких ступенях имана. А это путь увеличения любви к Аллаху через видение Его знамений, Его аятов. Ая, по-арабски это что? Знамение. Ая, знамения бывают, знамения, аяты Корана и знамения, аяты в окружающем мире. То, что мы видим из знамений, то, что мы слышим из знамений, ощущаем. Так вот, во всем сотворенном человек видит знамения. И знамения книги Аллаха, Коран, это рассмотрение их, это увеличивает любовь человека к Аллаху Субхану ва Тааля. Но мы, как сказали, это путь уже что? Людей более высокого плана, более высокого порядка. Оба пути, оба достойные. Хорошо, но просто первый доступен всем, второй недоступен всем. Далее, что еще входит в понятие насиха, нусха лилля, то есть искреннее отношение к Аллаху Субхану ва Тааля. Мы сказали с вами возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Человек должен возвеличивать, славить Аллаха Субхану ва Тааля. Не должно быть ни в коем случае у человека какого-то пренебрежения к Аллаху или какого-то издевательского отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Как многие, удивительно, человек может позволить себе рассказать анекдот про Аллаха Субхану ва Тааля. Алиязу билля. Или какой-то анекдот про религию Аллаха, или какие-то установления Аллаха Субхану ва Тааля, намаз или омовение, алиязу билля, да упасет Аллах Субхану ва Тааля от этого. То есть у человека, где его возвеличивание, где его почтение к Всевышнему Создателю. Что еще входит в понятие насиха? Это выполнение поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, поклонение Ему. Это искреннее отношение. Различные виды поклонения, внутреннего и внешнего. Не уставать в этом. Также, братья, сюда входит вера в имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Это очень важная составляющая, на которую многие не обращают внимания. Верить в имена и атрибуты Всевышнего. Имена Аллаха, которыми Аллах назвал себя в Коране, Пророк назвал в Сунне, Аллах Субхану ва Тааля этими именами, передал эти имена. Человек, если верит в эти имена, и в то, как Аллах рассказывает о себе в Коране, это называется атрибуты, каков Он, это, конечно, одна из важнейших составляющих увеличения веры человека. Вообще вера на этом строится. Если человек не знает своего Господа, не знает Его имена и атрибуты, он, соответственно, и не поклоняется Ему. Или неправильно поклоняется Ему, предает Ему сотоварища. Так, верить в имена и атрибуты Аллаха, признавать их. Хорошо? Но без чего? Без уподобления атрибутов качества Аллаха качеством творения. Хорошо? Аллах милует, да, но милость Аллаха не как милость творения. Аллах гневается, да, но гнев Аллаха не как гнев творения. У Аллаха есть лик, да, но лик Аллаха не как лик творения. Аллах слышащий, видящий, но слух из видения Аллаха не как видение или слух у творений. Хорошо, не уподоблять атрибуты Аллаха атрибутам творения. Те люди, которые не признают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они не являются искренними к Аллаху. Нет у них искренности к Аллаху. Они отрицают атрибуты Аллаха. Почему? Две причины. Или два варианта бывают у этого. Либо такзиб. То есть человек не верит просто, опровергает. А нету Аллаха этого атрибута. И отвергает. Такзиб. Либо то, что называется и'тида. То есть человек переходит рамки. Такзиб понятно. Человек говорит, нет такого атрибута Аллаха Субхану ва Тааля.
аяхтида, переход рамок, когда человек не говорит прямо так, нет, но говорит, это означает то-то и то-то. Хорошо? Предположим, говорит, рука Всевышнего Аллаха, это подразумевается под этим милость. Или под этим подразумевается могущество. Хорошо? Этот человек, он не просто отрицает атрибуты, как тот, он еще и приступает. Его преступление здесь имеет две стороны, два аспекта, две ступени. Первое, во-первых, он отрицает то, что Аллах Субхану ва Тааля установил в отношении себя, подтвердил в отношении себя. Это преступление, да. Второе, он еще придает какое-то значение этому атрибуту, который не установил Аллах Субхану ва Тааля. Откуда ты взял это? Что едулла, рука Аллаха, это милость или это кудра, могущество. Хорошо, это преступление. Человек, который делает это, он что? Он не является искренним в отношении к Аллаху Субхану ва Тааля. Ты на каком основании приписал другое значение? Аллах Субхану ва Тааля что, не мог сам это объяснить? Аллах был не в состоянии, или пророк, алейхиссалату в хадисе, был не в состоянии объяснить, что рука значит то-то, или сказать напрямую, что это милость, или сказать, что это могущество. Что? Далее. Это что касается искренности к Аллаху Субхану ва Тааля. Искренность в отношении к Писанию Аллаха Субхану ва Тааля. Под Писанием подразумевается книга Аллаха Субхану ва Тааля, Коран. В чем заключается искреннее отношение к Корану, книге Аллаха Субхану ва Тааля? Ну, во-первых, верить в то, что Коран – это слово Аллаха Субхану ва Тааля. Как буквы Корана, так и смысл Корана – это слово Всевышнего Аллаха. Тот, кто верит в это, тот по-настоящему возвеличивает книгу Аллаха. То есть, то, насколько ты возвеличиваешь книгу Аллаха, зависит от того, насколько правильно ты веришь в то, что такое Коран. Если человек верит, что Коран – это слово, произнесенное самим Всевышним Аллахом, и неспосланное через Джибриля, Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, сам Всевышний произнес это, эти слова не сотворены, и буквы, и слова, и смыслы – это все от Аллаха, тогда человек по-настоящему возвеличивает Коран и живет в соответствии с Кораном. А если он говорит, нет, только сами смыслы от Аллаха, а слова его сотворены, или вообще все сотворено, как человек будет возвеличивать слово Аллаха Субхану ва Тааля тогда? Не будет. Или в очень слабой степени будет. И на самом деле, те, которые говорят, буквы Корана, слова Корана сотворены. Что на самом деле, что это такое? Это на самом деле отрицание или попытка привести в бездействие приказа запрета Корана. Так говорят ученые. Потому что, если Коран сотворен, получается, когда сказано «Акимус саля», выстаивайте намаз. Если это сотворено, значит, это просто какое-то творение, хорошо, которое не несет в себе смысла приказа. Это просто то, что это акимус сара, это какая-то в строчку что-то такое выложенное, хорошо, какая-то длинная палочка, потом какой-то такой кружочек с двумя точками, потом мим, хорошо, и все это так сотворено просто. Сотворенные какие-то такие вот знаки и так далее. Получается, что несут слова Корана, приказов, несут они запретов. Ну, как, например, бывают разные созвездия на небе. Созвездия, бывают такие созвездия в виде знака вопроса. Хорошо? Если человек видит так вот созвездие знака вопроса, может он сказать, вот это сотворено, это означает вопрос от Аллаха. Можно так сказать? Скажет, нет, это глупость. Хорошо? Он сейчас ставит, это просто созвездие, которое вот имеет такую форму. Все. Он сейчас ставит Коран, что говорят, что сотворены его слова, вот на такой уровень. Потому что это тонкий момент, может быть, не сразу понятный, но это так. Это приведение в бездействие приказов и запретов Аллаха. Кто так говорит, тот не искренен в отношении книги Аллаха Субхану ва Тааля. Так, слово Аллаха, несотворенное, неспосланное, произнесенное Всевышним. И слова, и смыслы, все это от Всевышнего Аллаха. Что еще входит в насиха, искреннее отношение к книге Аллаха Субхану ва Тааля? Конечно же, верить в то, о чем сообщается в Коране, беспрекословно.
Когда Аллах рассказывает про себя, верить во все это. Когда рассказывает про судный день, верить. Когда Аллах рассказывает про народы, жившие до нас, верить в это. Когда Аллах рассказывает, что будет потом, в будущем, верить в это. То есть все, что сообщается в Коране, не сомневаться при принятии этого, вот это искренность в отношении книги Аллаха Субхану ва Тааля. Не имеет права никто свой разум делать судьей над книгой Аллаха Субхану ва Тааля. Принимая то, что разум принимает, не принимая то, что разум не принимает. Хорошо? Даже если твоему разуму это как-то непонятно, хорошо? Не дошел еще твой разум до понимания этого, ты должен верить в это и признавать это. Что еще входит в насиха, в искреннее отношение к книге Аллаха Субхану ва Тааля? Подчиняться приказам Корана, безусловно, и оставлять то, что запрещено в Коране. Это что касается насиха ли китабилля. Дальше. Искреннее отношение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Под посланником Аллаха подразумевается, конечно, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он есть последний из пророков, печать пророков. Мы умма, его последователей, и все люди должны быть его последователями, потому что это последний из посланников. В чем заключается насиха, искреннее отношение к нему? Во-первых, верить, что он есть искренний, истинный посланник от Всевышнего Аллаха. Хорошо? Не сомневаясь в этом ни насколько, что он есть истинный посланник от Всевышнего. Дальше второе, верить в то, что он есть человек. Он человек, да, он посланник от Аллаха, не обычный человек, но он человек, значит, он не владеет вредом и пользой ни для себя, ни для других. Что, почему мы это говорим? Потому что многие люди приписывают пророку алейхиссалату вассалам качества, которыми обладает только Всевышний. Хорошо. Ставят его на положение выше того положения, которое поставил его Аллах Субхану ва Тааля. И думают, что они тем самым проявляют любовь к пророку. Нет, наоборот. Хорошо. Пророк алейхиссалату вассалам, он говорил: я не хочу, чтобы вы ставили меня выше того положения, на которое поставил меня Аллах. Хорошо. Я раб Аллаха и посланник Аллаха. Не чрезмерствуйте, не излишествуйте в отношении меня. Как это сделали христиане в отношении Аисы, сына Марьям. Я раб, говорите, раб Аллаха, его посланник. Итак, верить в то, что он человек, да, не владеет вредом пользой. Дальше, что еще входит в насиха? Верить, что он раб Аллаха. И раб Аллаха — это великая, на самом деле, честь, великое достоинство пророка алейхиссалату вассалам. Люди, которые привязываются сердцами к пророку алейхиссалату вассалам как к Господу, и поклоняются ему, и надеются на вред и пользу какую-то. Эти люди не имеют искреннего отношения к пророку алейхиссалату вассалам. Наша задача — следовать за ним. Далее, что еще входит в насиха в отношении к пророку алейхиссалату вассалам? Искренность. Это верить во все то, о чем сообщил пророк алейхиссалату вассалам. Хорошо? Но то, что приписывается пророку алейхиссалату вассалам, должно быть установлено, что это действительно сказал пророк алейхиссалату вассалам или сделал пророк алейхиссалату вассалам. То есть нужно установить, что это сообщение какое? Достоверное. Потому что многие приписывают пророку алейхиссалату вассалам слова и сообщения, которые на самом деле не имеют к нему отношения. Хорошо? Коран, мы говорили с вами, искреннее отношение к Корану заключается в том, что верить в то, что сказано в Коране. Там что? Не нужно проверять, достоверно, недостоверно. Коран, безусловно, достоверен. Хорошо? Что касается сунны, то здесь есть сообщения достоверные и недостоверные. Наша обязанность верить в какие из них? Те, которые достоверно переданы от пророка алейхиссалату вассалам. Что еще входит в искренность в отношении пророка алейхиссалату вассалам? Это следование за ним. Поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля только так, как Он установил. Хорошо, ни в коем случае не вводить в религию новшеств, а строго следовать за посланником Аллаха. Дальше, подчиняться пророку алейхиссалату в его приказах. Это входит в насиха. Безусловно, это входит в искреннее отношение. Подчиняться пророку алейхиссалату в том, что он приказал. Беспрекословно. Кто-то скажет: а как же сподвижники? Иногда пророк алейхиссалату приказывал что-то, а они переспрашивали как-то, что-то как будто бы обсуждали. Да, но это не потому, что они возражали пророку алейхиссалату. Либо они хотели уточнить, хорошо? Либо они надеялись на то, что это же было время ташрия, то есть время установления шариата, что, может быть, хукм будет изменен или хукм будет аннулирован. Хорошо? Пример этого, когда пророк алейхиссалату вассалам приказал сподвижникам во время прощального хаджа, после того, как они совершили таваф вокруг Каабы и Сай, сказал им, чтобы они вышли из состояния храма,
чтобы они сделали это умрой. Хорошо? То, что они сделали, чтобы это была умра, а потом будет уже что? Пошли в храм для совершения хаджа через несколько дней. Сподвижники сказали, ну как, мы же входили в храм, переспросили пророк, входили в храм с намерением хаджа. Хорошо, как мы сейчас это переведем в умру? Пророк сказал, да. То есть они сказали, нам сейчас выйти из состояния храма полностью сейчас, все, даже женщины, касаться женщин. Пророк сказал, да. Как мы пойдем в Мину 8 числа? Отправимся в Мину так, что будет капать сперма с наших половых органов? До такой степени. Хорошо, они. Почему они? Это возражение пророка алейхиссалату вассалам? Нет. Хорошо. Это уточнение и это надежда, что, может быть, будет аннулирован хуком, и им будет позволено остаться в их храме, продолжать. Хотя, конечно, с другой стороны, им легче, но посмотрите, они не ищут для себя легкости здесь. Нет, наоборот, это стремление к поклонению у них. Хорошо, оставаться в состоянии храма. Поэтому это не возражение. Потом, когда пророк сказал, нет, нужно выйти из состояния храма, они что? Они возражали? Нет, они, конечно, беспрекословно подчинились. Или другой пример, когда снизошел запрет на ослиное мясо. Хорошо. В котлах кипела бульон, похлебка со ослиным мясом. Хорошо. Снизошел запрет на это. Пророк алейхиссалату сказал вылить. Хорошо. И что сделать с посудой? Уничтожить посуду. Сподвижники переспросили, алейкум ассалям, а может быть помыть? А может быть помыть просто ее? Хорошо. И пророк алейхиссалату сказал, вымойте. То есть, видите, хукм был что? Изменен. Хорошо. Они это спросили, а может вымыть не потому, что они хотели возразить пророку алейхиссалату вассалам, а момент какой? Момент установления шариата от Аллаха субхану ва тааля. Может быть вымыть и облегчение от Аллаха субхану ва тааля. Помойте. Хорошо, не ломайте посуду, помойте. Или еще пример. Худайбийский мир. Сподвижники отправились для совершения умры вместе с пророком алейхиссалату вассалам. Мушрики не пустили их к Каабе. Хорошо. Тогда пророк алейхиссалату вассалам вышел в состояние храма. Приказал сподвижникам выйти в состояние храма. Они что? Медлили. Они надеялись, что, может быть, придет от Аллаха субхану тааля разрешение остаться в состоянии храма и так далее. Но пророк алейхиссалату вассалам по совету Салямы побрил волосы. Это означало выход из состояния храма. И когда сподвижники увидели, что хуком он окончательное, бесповоротное это решение, они тоже это сделали беспрекословно. Поэтому насиха, искренность в отношении пророка алейхиссалату вассалам, подчинение в том, что он приказал. Если сподвижники переспрашивали пророка, это не считается, что они что возражали. Они беспрекословно подчинялись пророку алейхиссалату вассалам, и тому есть множество примеров. Другое проявление искренности в отношении пророка алейхиссалату вассалам — это остерегаться того, что запретил пророк алейхиссалату вассалам. Если что-то запретил, оставлять это. И на самом деле это счастье. Человек — это благополучие для него. Выполняй то, что приказал пророк. Оставляй то, что он запретил. Ты почувствуешь это счастье, это спокойствие, этот мир, это умиротворение. Еще что относится к насиха, к искренности в отношении пророка алейхиссалату вассалам, это защищать сунну пророка алейхиссалату вассалам. Как личность пророка алейхиссалату вассалам защищать от каких-то нападок с чьей-либо стороны, так сунну пророка алейхиссалату вассалам защищать. Не молчать, как некоторые. Многие стесняются или молчат, когда посягают на сунну посланника Аллаха саллаллаху. Нет, с мудростью и с искренностью тебе надлежит защищать сунну пророка алейхиссалату вассалам. Если при жизни помощь пророка алейхиссалату вассалам заключалась в том, что люди находились вместе с ним, защищали его, совершали вместе с ним джихад, хорошо, то сегодня это защищать сунну пророка алейхиссалату вассалам. Это что касается искреннего отношения к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям.